وعليكم السلام marshal Deli Masarna. Платформе TikTok. Сегодняшний стрим я назвал «ПАСЕ. Сделка с хорошими имперцами». Об этом и многом другом давайте поговорим. У нас сегодня вторник, обычно на русском и чеченском языках мы проводим стримы. Ну, как будете задавать вопросы, так я буду озвучивать, зачитывать, и Аят будет на них отвечать. Вы можете зайти на официальную страницу Президиума правительства в Телеграм и там непосредственно принять сами участие в нашей сегодняшней беседе. Я задал вам вопрос здесь ПАСЕ в чате в YouTube. ПАСЕ реально против Русской империи? Да, нет, частично. 3 варианта ответа, друзья. Уже я вижу 100% говорят, что нет, ПАСЕ нереально, не по-настоящему, так сказать. Аят, и как вы считаете? И вот вам тоже такой вопрос. Валикум салам, Хомин Бахкой. Добрый вечер, наши друзья, которые нас слушают на русском языке. Здесь задавался вопрос, нам часто задают, почему вы говорите на русском языке. Некоторые говорят, почему не на украинском, другие, почему на чеченском. Но дело в том, что мы хотим, чтобы больше было область распространения нашей информации на русском языке, она, как считается, пока что еще международным языком, на котором говорят все институты международные, ПАСЕ и другие в мире. А для нас важно, чтобы информация распространялась. Так? Поэтому мы с чеченцами говорим на чеченском языке, если будут вопросы. И, значит, сами тоже будем говорить, когда это будет необходимо. Но в целом задача, чтобы донести вот эту информацию до, скажем, нашего народа, и чтобы люди тоже знали. Ну, ПАСЕ, во-первых, что это за организация? Это такая представительная организация европейская, в которую входит, ну, скажем, группы депутатов от каждого, значит, от каждого парламента или Думы, или других со всех европейских государств. Ну, там обычно входят это руководители комитета внешних связей. Ну, и того или кого они назначим, в основном такие. Мне приходилось там бывать очень много раз, начиная с 89, 88, 91, ну, практически до 2005-2007 года мне часто приходилось там встречаться с этими людьми в этом европейском парламенте. Но главное, что можно сказать, что вот эта организация, она не играет какую-то ведущую роль, ее роль только в том, что информационно заявить о том, что мы принимаем такие решения, а решения по Европейскому Союзу или решения по, скажем, по мировому такому вопросу в целом, это вопрос принимает Европейский парламент и принимает, скажем, Организация Объединенных Наций, которая находится в Нью-Йорке и в Женеве. Так что вот такая ситуация. Если говорить о том, что ПАСЕ, значит, сделает сделку с хорошими перцами, и если мы перечислим тех людей, которые здесь мы видим, которые участвуют в этом мероприятии, то мне кажется, что это игра европейских депутатов между собой, как будто бы, что они вот если решили изгнать, скажем, европейский этот ПАСЕ, парламентская ассамблея Европы, если решила, значит, не предоставлять больше слова российским депутатам,
то они решили другим способом, значит, как бы здесь какую-то так называемую оппозицию выставлять здесь, чтобы они что-то могли, значит, здесь говорить, и что не совсем Россия, мол, там удалена. Хотя этих вот людей, которые здесь вот есть в списках, которые мы смотрели, по этим спискам у нас есть, конечно, свои замечания, и потом серьезное замечание. Основные ведущие люди, там, основные, которые там занимаются, начнем давайте с Парова, да? Ну и остальных, которые там есть, перечислять сейчас не буду. Оно есть здесь. Они все имперцы, по большому счету. Имперцы по своему духу, по своему содержанию. Они против того, чтобы эта империя, она, значит, захватив территории других государств, я имею в виду, конечно, в этом случае Чеченскую республику, Ичкерия. Чеченская республика, которая была, называлась до 1994 года, называлась Чеченской республикой, после этого стала Чеченской республикой Ичкерия. Мы ее переименовали тогда, потому что Россия незаконно вписала нашу республику в свою незаконную конституцию, в своем незаконном государстве они создали 31 марта 1992 года. Сегодня, когда эти люди там садятся и рассказывают о том, что вот мы там, то у нас была Дума, одна, вторая, третья, четвертая, они собираются и сейчас говорят вот эти вот смешные, с кавычек, скажем, вещи, думая, что люди не понимают, о чем идет речь. Или они думают, что когда они себя называют какими-то депутатами или какой-то там группой депутатов, имеющих полномочия на Западе, и Запад их воспринимает каким образом? Воспринимает таким образом, как будто бы они действительно представляют этот народ. Но как они могут представлять этот народ, из этих депутатов, так называемых, или этих людей никогда, значит, скажем, россияне не выбирали? Потому что в России нет выборов. И мы знаем, что нет этих выборов. Теперь эти себя из этого изображают. Почему они не действуют от имени независимых организаций или общественных организаций, которые не называют себя таковыми, а действуют, и почему они не признают право, скажем, чеченского народа, который создал свое государство таким же образом, как РСФСР в 1991 году при развале Советского Союза. Почему они начинают, когда вот говорят, что вот как будто бы Чеченская республика, Ичкерия, она вроде бы не имеет права на свою государственность и умалчивает этот вопрос. Почему они вписывают в свои вот группировки разных самозванцев от имени чеченского народа, которые не имеют никакого отношения к нашей власти, а которые часто и очень аккуратно выставляют себя, скажем, россиянами, то они россияне, то они религиозники, то они, значит, не россияне, то они какие-то там еще организации. Почему так они себя ведут? В этом смысле я скажу, что эти люди, я не берусь сейчас говорить, что все они, потому что некоторые представители там северных народов, скажем, России нынешней, да, они, может быть, не понимают, в чем они участвуют, в чем их суть и в чем их используют. Мы должны действовать строго на основе одной линии. Линия – это, значит, современное международное право, это свобода личности, и где вот это есть и в этой стране сейчас, и почему они, которые были захвачены в 92 году, 31 марта, насильно введены в состав так называемой новой России, Российской Федерации России, и в которой Путин заявил, что у нас никто не выходит, у нас нет такого, чтобы мы выходили. Это из Советского Союза можно было выйти. Так вот, я хочу сказать, что эти все вот республики, которые ранее были автономными, а автономно они были, кроме, вот, скажем, России, Белоруссии и Украина, и Южные республики, 3 республики, Грузия, Армения и Азербайджан, которая тогда была одной республикой, так?
считалось. Они создали этот Советский Союз как будто бы от имени этих народов, хотя он тоже создавался незаконно. И после этого эти все, скажем, их было 6 республик там, и тогда 4 считалось, да? И вот скажем, что остальные все республики, которые создавались решением, скажем, власти СССР, то уже в апреле 90-го года на территории Советского Союза было уже 35 союзных республик. В апреле 90-го года 35. 20 автономных республик, которые были в составе СССР, и 15, которые назывались союзными. С точки зрения международного права, это не играет никакой роли, автономные были или они союзные. Но с точки зрения, скажем, СССР, они были преобразованы в союзные республики, и эти люди, которые сейчас сидят здесь на Западе, будь то Касьянов, будь то Каспаров, будь то третий или четвертый, все они стоят на позициях, или Ходорковский, которые говорят, что это наша территория, мы захватим. Это настоящие имперцы. Вот я сейчас на этом остановлюсь, Аслан, чтобы потом вопросы были, и как-то более шире об этом говорить. Аслан? Барка Аят. Шавига Машоваль, друзья, всех приветствую, кто вновь вошел. Я бы вот тоже хотел пояснить по поводу самой этой организации, дать справку, так сказать. ПАСЕ – это Парламентская ассамблея Совета Европы. Это один из двух главных органов Совета Европы, не путать с Европейским Союзом и его парламентом. Совет Европы – международная организация, созданная в 1949 году для защиты прав человека, демократии и верховенства закона в Европе. Сейчас в него входят 46 стран, почти вся Европа, включая Турцию, Украину, Грузию, но без Беларуси и России. Россию исключили в 2022 году из-за войны в Украине. В принципе, чем занимается, состоит из 306 депутатов ПАСЕ, и которые назначают парламенты и страны-членов. Работает как консультативный совещательный орган, не имеет законодательной власти, но принимает резолюции и рекомендации правительству, обсуждает важные темы: права человека, демократия, выборы, конфликты, миграция и так далее. Мониторит, как страны выполняют обязательства по правам человека, выбирает судей Европейского суда по правам человека. Ну вот, в принципе, вот чем они известны. Здесь, основная цель, которая здесь преследует вот эта организация, Ассамблея Совета Европы, это защита прав человека, демократии и верховенства закона. Естественно, свобода личности. Да, и вот мы можем перечислить любой документ, который они принимают из конфликтных ситуаций, которые ходят в мире. В частности, мы берем Чеченскую республику. Что они сделали по защите нашего государства, которое наше государство создано? Ничего. За все эти демократического государства. Да, которое создано в рамках современного международного права, под всякими разными, всегда, сколько мы там были, всегда они принимали резолюцию на основе того, что якобы Чеченская республика не имела права на свое государство и что эта территория является частью России. Вот в этой организации, когда они говорят, что они демократически защищают интересы людей, защищают свободу слова, этого нет. И нет ни одного такого решения, которое было бы там принято общим. Конечно, некоторые государства там выступали, говорили нашу сторону, принимали нашу, но в целом, когда шло все общее такое решение, принималось, всегда шло к тому, что вот так вот было. И поэтому мы призываем эту организацию, этих людей, которые сегодня там управляют, главные там сидят. И главное то, что там было сказано, что это консультативный орган, консультативный, понимаете? То есть они проводят консультации, вырабатывают какое-то общее мнение, и вот это общее мнение как раз-таки всегда было подвержено под влиянием России.
потому что их делегация, которую они там выдвигали, она была самая мощная, самая большая, скажем, в парламентской ассамблее Совета Европы. И тогда, когда, помню, это и там руководил некий известный этот фашист Зюганов, не Зюганов, а это Рогозин, я хорошо помню их там выступления, как они там выкидывали номера разные, которые противоречили этим принципам. Они считали, что чеченцев надо убивать за то, что они создали свое государство в рамках современного международного права. Это они делали не потому, что они хотели именно там чеченцы, они просто организовали полностью экспансию, начиная вот с нашей страны, с нашей республики. Они потом напали на Грузию, напали на Украину, потом сейчас снова на Украину, ранее было еще это Молдова, и сейчас они дальше планируют эту работу. Вот в чем принцип вот этой всей затеи, и которые вот сейчас там сидят люди, которые они избрали. Мы можем перечислить, я назвал этих людей. Это настоящие имперцы, им не место вот с точки зрения нашей власти, президиум правительства, и не меньше. И никто от чеченского народа там не выступает, а Чеченская республика не может выступать и говорить. Вот это я хотел бы, чтобы дошло до европейских этих депутатов в ПАСЕ, и что мы будем внимательно следить за этим и думаем давать свои оценки. Вот что я хотел здесь по этому поводу сказать тебе, Аслан, еще. Ага, спасибо, Аят. Вот здесь отвечают на вопросы. Ну, 54% наши зрители говорят, что нет, ПАСЕ не против реально Русской империи. Частично ответили 8%, 38% говорят да, против Русской империи. Вот здесь Асланбек Тутаев говорит, вся кремлевская агентура собралась в ПАСЕ. Мы не понимаем, я не понимаю, для чего они это делают. Вроде бы враг у ворот, убивает каждый день украинцев, все боятся империи, вооружаются все. Почему именно имперцев? Ни Сотника там нет, ни других нет. Там тех же ФБК, вот эти Навального, тоже, хотя тоже Почему имперцы. они не дали слово, скажем, легитимной власти в лице президиума правительства, допустим, не призвали? А потому что они знают, о чем мы будем говорить. Потому что их позиция, которая есть, и позиция, скажем, международного права, она не совпадает. Поэтому здесь им нужно создать имитацию какой-то деятельности, что они что-то делают. Ну, как можно, возьмите любого человека, из которых я назвал, чем они занимаются? Один из них говорит, что он пойдет, значит, возьмет автомат и будет захватывать Кавказ. Ну, это Ходорковский. Или другие там возьмите, то же самое. Прямо или косвенно они говорят о том, что вот, мол, Путин плохой, а мы хорошие. А они же были во власти это сами всегда и никогда против не выступали. Они выступать сейчас стали когда у них там разнобой прошел внутри. Но по главному вопросу, по основному вопросу, они всегда были на стороне этой русской империи, которая была незаконно создана, как я сказал, 31 марта 1992 года, незаконно, захватив территории новых независимых государств, которые вышли из Советского Союза. И главным образом захватив, потому что они не дали этим новым государствам, ну, я скажу там, Башкирия, Татарстан, Якутия, Тува, ну, перечисляем их, и другие, которые ранее были в составе РСФСР, были автономны, а потом Советский Союз их преобразовал в союзные республики, так? Как и те, которые раньше были 15, из них 8 тоже были также ранее преобразованы в союзные республики. И вот теперь они захватили через этих людей, которые были назначены еще Советским Союзом коммунистами, они договорились и захватили эти территории. Эти территории, эти республики, которые их просто лишили права. Это незаконно созданное государство, в котором говорится, что это на основе воли, изъявления и решения этих народов. Но на самом деле этого нет. Вот такая ситуация, Аслан. Поэтому это все и происходит.
Поэтому, потому что политика, которая сейчас проводится, да и раньше проводилась против вот этой линии, которая выработана в современном международном праве, которая жизнится на основа, значит, свобода личности, декларация всеобщего, декларация прав человека и международного права. Вот на этой основе, не действуя на этой основе, уходя от этого, такие важные международные организации, как ПАСЕ и некоторые другие, ну, скажем, до конца которые не дорабатывают это. Вот, в частности, в ПАСЕ сегодня происходит это. Вот какие люди. Мы хотим сказать, что ни один, например, ни одна личность, которая там есть, выступает там от Российской Федерации России, потом говорят о каких-то там республик, которые являются автономные, что от них отдельно что-то будет. Это все вот такие игры, в которые люди, которые приехали сюда на Запад или направлены сюда, которых просто, ну, как скажем, обманывают. И они не понимают, что в этом смысле они снова оказываются в той же, как говорится, в том же болоте, которое есть в России, которое есть и сегодня. Она была и есть. Далее позволять это нельзя. Нельзя, надо, значит, делать все для того, чтобы Россия сама в этом смысле или переформатировалась, или чтобы ее больше не было. Вот два варианта. Скорее всего, будет, потому что Запад не желает развала России по определенным причинам, то нужно переформатировать. Если в этом направлении мы не будем работать на Западе и где во всем мире, то Россия снова возродится и снова будет делать свои попытки нападать на эти территории и пытаться их захватить. Вот и все. Пока что. Ну, как говорится, нет худа без добра, Аят. В этом то, что они себя показали, это хорошо, хоть они, конечно, себя ведут не очень, соответствуя своим же критериям, своим же целям, указанным в уставе. Но также хорошо, что вот некий россиянин Руслан Кутаев тоже попал в этот список, там оказался, и представляет коренные народы России внутри будущей демократической России. И Ахмед Закаев, там Курочкины, и все, которые, и Украина, которые очень его раскручивают, представляют этого Кутаева каким-то вице-премьером Ичкерии, соратником Дудаева, ну, такие вот громкие у него эпитеты в его адрес. Но теперь хотя бы, я надеюсь, люди, которые находятся и в Украине, и в других местах, поймут, что это все симулятор, это все имитация, все, что они говорили, не соответствует действительности. Как вы считаете, Аят, то, что вот они вписали вот этого человека туда, это для чего они это сделали? Ну, это по той же причине. Никаким он там представитель нашей, ни он, ни другие не являются. Представитель наших являются только те, нашей республики, законно избранной, и власть является только члены президиума Чеченской республики Ичкерия, которые были избраны на очередных выборах власти, и которые, значит, не предали, не перешли на сторону, значит, врага, или не отошли от основы нашей Конституции. Вот эти и те люди, которые назначены последним президентом. То есть последний президент у нас был этот Доко Умаров. И до своего самоотстранения, скажем, в 9 декабря 2007 года, тех, которых он назначил от правительства. Вот эти люди только могут быть членом президиума правительства и представлять нашу страну. А остальные все не могут, и даже из них, кто я назвал, и они не могут представлять нашу страну, если они перешли на сторону или не работают в пользу нашего государства. Личность, которых ты назвал, является именно таковыми, и они не могут представлять и говорить о чеченском народе, они не имеют права. Вот такая ситуация, Слава.
Тавакал, Аят пишет Питер Вольф, почему мир не дал права на самоопределение народу Чечении в 1991 году? Мир дал право на самоопределение чеченскому народу, и в рамках международного права, которое принято было в 1948 году после окончания Второй мировой войны, то было принято современное международное право. До этого были другие там Лига наций, другие все вопросы, которые тогда были до этой войны, стали результатом того, что вначале была Первая мировая война, потом Вторая мировая война, и вот после Второй мировой войны было принято современное международное право. Это современное международное право, как я сказал, было принято вот на тех принципах, которые я назвал ранее. И на этих принципах эти все страны, которые входят в Организацию Объединенных Наций, согласились и подписали решение, что они будут следовать этой линии. Но когда, значит, вопрос стал о том, что, значит, не все они это искренне в этом вопросе, здесь идет борьба так двух сторон. Те стороны, которые являются, значит, демократическими государствами, и те государства, которые являются диктаторскими. То есть управление диктаторством, там сидят постоянно одни люди, одни и те же. Или одна какая-то группа, или, значит, семейные кланы. Мы знаем, как это сейчас в России, там, скажем, в Китае, скажем, в других, скажем, странах арабского мира или мусульманского мира, и даже не это Африки. Там они сидят по 50, кто по 70 лет, руководят этим. А вот современное международное право считает, что нужно избирать каждые 4 или 5 лет нового президента. И если был президент человек один раз, то его только второй раз можно избрать, более нет. Так вот принято в этом. Поэтому мир разрешил это сделать. И мы в рамках этого международного права, мы создали свое государство, чеченский народ создал. И вот чтобы нас сбить с этой колеи, с этой линии, существует много разных, значит, поддельных или симуляторов, как вот Аслан называет, которые здесь бывают, или разные, значит, агенты Кремля, которые эту работу проводят против нашей линии, против нашего государства. Мир-то согласен, но идет здесь вот это противостояние, и главное, что у нас есть все основания этот вопрос рассматривать, но, как видите, сейчас как это идет. Когда это было в Грузии, так же шло. Теперь смотрите, как в Украине. Они захватили незаконно территорию Украины, Крым, восточные территории. Сегодня снова ведут войну и каждый день убивают людей, убивают и под каким-то там предлогом. Но предлог, который они выдвигают, не является предлогом, значит, соблюдения современного международного права, а является обосновывают они тем, что когда-то 50 или 100 лет или 150 лет эти территории якобы были их. Но до 100 лет, до 150 лет, 500 лет России и не было, никогда не было. Она появилась откуда? Ее и не было. А что было дальше во всех странах мира, скажем, Америки, Африки, Азии? Если мы все эти вопросы будем поднимать, то мы никогда ни к чему не придем. Поэтому-то было принято современное международное право, и с этой точки зрения мы должны рассуждать и с этой линии не уходить. А нас хотят сбить с этой линии. Нас признала, значит, Грузия в 1992 году, 13 марта 1992 года, после того, как мы приняли свою конституцию, нас признала как оккупированная территория незаконно Украина вот 18 октября 2022 года. И нам нужно в это направлении действовать, потому что эти права у нас есть, у нашего народа. И всячески пытаются извратить эту ситуацию, сказать, что у чеченского нет народа. Я еще раз всегда и буду повторять, все эти блогеры, будь то украинские, или будь то или любой другой страны, которые говорят, здесь выступают и всегда говорят, что вот они начали войну с Грузией. Они всегда хотят опустить то право, которое есть у чеченского народа. Почему? Мы задаемся вопрос. И когда мы слышим это, мы понимаем, что эти люди и есть те же самые имперцы.
если они даже против Украины, то есть против России, на самом деле сами по духу они имперцы. Они не хотят, допустим, чтобы другие народы получили те же права, которые имеют, то есть которые они имеют на это право. Вот, к примеру, я хочу сказать, вот эти все автономные республики, которые были их 20 в Советском Союзе, они фактически, кроме Чеченской республики, потом этими новыми государствами снова захвачены, и они держат их под своей пятой. Но некоторые могли там согласиться и сами, допустим, проведя референдум, войти в состав этих республик. Так что вопрос вот такой, Аслан. Поэтому все это ответ твоему вопросу. Не твоему, а тому, кто задал. Сегодня, немножко отклоняясь от этой темы, я хотел бы спросить по поводу, сейчас вы про Грузию упомянули. Президент Молдовы сегодня сказала, что фактически Грузия уже полностью попала под влияние, политическое влияние, под контроль фактически России. Что вы по этому поводу думаете? Так ли это? Ну, что я думаю по этому поводу? Там идет, конечно, внутренняя борьба, там идет, значит, вопрос, связанный, что власть в самой Грузии, нынешняя власть, насколько мне это известно, вот это Иванишвили, они его причисляют к тому, что он является как будто бы агентом Кремля, и с ними как будто дружит. Но в то же время можно сказать, что здесь вопрос должен решать сам грузинский народ, и пока что им не удается этот вопрос поднять, но легитимная власть там, та власть, которая была избрана в бытность президента Зиада Гамсахурди. Сейчас появились там некоторые группы тех, скажем, структур власти, которые были в те времена, и они там ведут работу, якобы они, значит, являются представителями этой власти. На самом деле там некоторые из них, да, большинство таковы, но некоторые там деятели общественно себя выдвигают, как будто они являются представителями этой линии власти, общаются с нашими чеченскими самозванцами, которые работают на Кремль, и с ним от них становятся их представителем. Они не могут быть представителями и грузинского народа, если они общаются и с ними какие-то договора заключают или становятся их представителями Грузии, они не могут этого. Это мнение, значит, это не мое мнение, это мнение, которое мы можем выработать, поняв, что происходит на самом деле. Но, может быть, я не спорю, что, может быть, здесь и есть и другая сторона этого вопроса. Вопрос в том, что Грузия не хочет как-то подпадать под влияние и сейчас из Запада, которых сегодня, вот как мы видим, они западные вот ПАСЕ заигрывают как будто бы с русскими вот этими имперцами, да? И вот такие вопросы есть, которые не решены Западом. Хотя в Грузии там было решение, что они свободно могут, граждане, перемещаться по всей Европе, и все такое было. Но это вопрос еще такой открытый, вот я скажу. Но до конца не доведенный. Но мне кажется, односторонне, что грузинский народ не является сторонником России, и тем более, что у Грузии нет представительства, даже посольства отношений с Россией. Да, давление там есть, какое-то есть давление, действительно, на то, чтобы считать ее российской. И они с ними, значит, ведут какую-то работу. Вот работа, которая вот и могла и президент, скажем, Молдовы об этом заявить, и другие могли заявить. Они могут сказать, что они представители и, скажем, России, и представители Запада. То есть они какую-то вот проводят независимую политику в этой стране. И Иванишвили в этом плане, конечно, не совсем, как говорится, прав с моей точки зрения. Они арестовали, вот держат под тюрьмой, Саакашвили, президента бывшего, так. Они, собственно говоря, эта власть имперская убила президента Зиада Гамсахурдия. То есть это все действия, которые там происходят на территории Грузии, конечно, могут быть
вызваны агентурой российской и самой Грузии, как и у нас и в другом месте. И тоже противодействующие им могут быть и другие силы, которые хотят противодействовать, чтобы Грузия была в западной части, скажем, мира, там, скажем, европейском и другом отношении, чтобы она была. Но что получается? Мы видим, что там идет вот эта борьба. То есть сейчас односторонне сказать, что это так или иначе, по внешним признакам видно, что Грузия стремится к самостоятельности, к большей независимости. Что у них будет? Как они это распределят, мы увидим потом в будущем. Аслан? Ага, спасибо. Ну, возвращаясь к вот основной нашей теме, тут вопрос тут возник. Раньше несколько раз Путин заявлял о том, что каждый народ имеет право на самоопределение и так далее. Фактически некоторые говорят, что он намекал там на так называемый ЛНР, ДНР, там, Крым и все такое. Но по факту это некоторые говорят, и я так думаю, что, возможно, это была угроза для Запада, у которого тоже есть свои нерешенные проблемы, именно вот с некоторыми народами, которые они считают, что их территория принадлежит вот большим государствам. И вот насколько вот заявление Путина о праве народов на самоопределение могло испугать вот этот ПАСЕ для того, чтобы они предпочли сохранить Россию целой и не поддерживать настоящую деколонизацию, а заниматься вот этим популизмом и двойными стандартами. Ну, здесь ясно, все, что говорит Путин, он это как марионет. То одно говорит, то другое говорит. Почему тогда он, скажем, их власть, и притом предействующий, он еще тогда был, почему они захватили чужие территории, государства и не дали им избрать свой путь? Вот, допустим, возьмем Калмыкию или Коми, или там Мордва возьмем. Почему им не дали выбрать, народу не дали выбрать свой путь, который им положено по международному праву? Они могли определиться в 3 направлениях, эти страны новые, которые фактически стали странами с точки зрения международного права. Они были государствами, не членами ООН и входили в состав вот этой империи. И поэтому они вот таковы были. Они имели право после исчезновения Советского Союза сделать заявление, что мы вот то-то, то-то хотим. А они им не позволили, там сидевшие бывшие коммунистические руководители, назначенные ранее коммунистами, они между собой подписали это и сделали. Так вот, Путин говорил, потому что из Советского Союза вышла РСФСР, так, он имел в виду, что они имеют право, Советский Союз имеет право, значит, у них было можно выходить, а у нас нельзя выходить. Так если они их захватили, оккупировали, они же имеют право выйти сегодня, эти государства. Теперь, когда ему необходимо, скажем, по восточным территориям Украины, которые якобы стали имеет право на независимость, так, он утверждает, что вот ООН написан то-то, то-то, а имеет право на то, чтобы создать свое государство. Да, но тогда почему ты захватил вот эти другие территории, которые тоже имеют это право, почему ты гнобишь их, почему только с твоего позволения назначаются там какие-то люди, почему лишается их родного изучения языка, почему их преследуют по национальному признаку, можно перечислять это бесконечно. То есть это лицемерие подобно тому, как вот делают такие диктаторы, как Путин. Поэтому здесь это воспринимать надо как попытку оправдать себя и своему населению. Для внутреннего пользования это все делается. Я так понимаю это. Хотя и внешние, скажем, политические условия вот реагируют на это таким образом. Не то, что он сказал, это просто лицемерие. В одном случае это можно, ему можно, а другим нельзя. Вот так получается. Вот поэтому. Да, но я имел в виду, ну, как бы он этим влияет на принятие решения вот этого же ПАСЕ. Они всех имперцев избрали, всех просто поголовно.
Там нету ни имперца просто. Даже вот коренной народ, види, который сам говорит, что он не чеченец, Руслан Кутаев, он тоже имперец. Он говорит, мы с Россией там и так далее. У меня есть видео, у меня на канале есть, у других. Поэтому то, что Путин лицемерит, это мы понимаем. А почему? Вот могло ли повлиять на решение вот этих, что вот всех поголовно имперцев? Зачем? Почему? А как они могли влиять? Я не думаю, что имеешь заявление Ну, Путина. боятся, если будете разваливать, и Россию, там, не имперцев, например, будете поддерживать, Да? настоящих, да, то в таком случае я буду влиять на вашу Европу и буду вам там мешать поддерживать Но в другие. этом плане ты прав, в этом плане ты прав. Он мог иметь в виду это, но мы же тоже одновременно, мы сейчас говорим о том, тогда почему ты сам этим занимаешься? Ты Ну, это этим понятно. занимаешься, Да, у ты него это нет. делаешь. Ты есть первый человек, который это начал. Ты и Ельцин, вы это начали. Ваша Да. империя это делает. Они претендуют на это. Они сами это нарушители. Это просто так вот высказывания, которые рассчитаны на тех, кто не понимает, что это такое. На массы, скажем, внутренней массы народа или там внешней. Вот он это сказал, и все, больше же не разбирается основная масса населения в самой Российской Федерации России или в остальном мире. Основная масса, я думаю, что 90 с лишним процентов не понимает, что такое. Это рассчитано на этих людей. Я так думаю. Мгм. Ясно. И вот по поводу чеченского вопроса, это касательно, какие у нас могут быть риски, потому что ПАСЕ могла проигнорировать, да, и так они все говорят, что мы часть России, и этого Россия совершила над нами геноцид, и фактически вот несколько лет назад бывший министр внутренних дел Германии Франк Шобле, по-моему, Франк его зовут, он сейчас, к сожалению, он умер, его нет. Он сказал, что нам нужно было понять имперские вот эти поползновения России еще раньше, до начала войны в Украине. Он говорит, да еще раньше в Грузии и еще даже раньше, когда они топили в крови, фактически, не точно цитирую его, начинали войну против чеченского народа. И фактически министр внутренних дел, он взял вину на себя, он сказал, что, к сожалению, мы помогали тогда России в этом, но вот это была ошибкой. И несмотря на это, и Германия в том числе участвует в этом, вот в этом голосовании. Не знаю, воздержалась ли она или проголосовала за, там 4 воздержались, одна из которых страна Украина, которые воздержались. Но, опять же, некоторых приветствует Украина, кто туда входит. Вот это, вот сейчас они нас упоминают там, там хотят там забетонировать, что мы народ России, то это нам какие, если они так говорят, нас упоминают, нам Ну, то, какие что они, угрозы и да, я риски это понял несет? тебя, я понял. То, что, допустим, они говорят, что Чеченская республика или чеченцы – это народ России, это уловка, с которой они хотят втянуть Чеченскую республику, которая создала свое государство, опустить на уровень тех республик, Да, да. которые не сумели решить вопрос и которым не дали. Это чеченскому народу удалось при развале СССР создать свое государство. А остальные народы, их лидеры некоторые, им было в этом вопросе сильное противостояние. Даже Ельцин ездил там по разным Баку, не Баку, а это Башкирию, и говорил там, берите столько суверенитета, сколько вы поглотите. То есть, а люди не понимали, о чем речь идет. Он-то какое имел отношение к тому, что он брать им суверенитет или нет. Это просто была его выходка такая политическая, которую он там делал. Это решение принимал не Ельцин, а это принимал СССР при развал России. Правда, он организовал развал СССР вместе с другими двумя там Белоруссией и Украиной лидерами. Так? Но в этом случае это не значит, что это он должен был. Есть современное международное право, в котором сказано, если, допустим,
любая страна имеет, любой народ имеет право на самоопределение, так? А в мире там 5000 народов примерно, скажем. И все, если 5000 народов сделать свое государство, может, это было бы правильно на этом уровне. Но в данном случае сказано, в международном праве есть специальное по этому поводу решение, где сказано, что право народов на самоопределение не есть односторонний акт. То есть ты не можешь выйти из состава любого государства, 200 государств примерно, да, если тебе не разрешит это сделать страна в территории, которая находится твоя территория. То есть вот они дали разрешение выйти из Советского Союза 3 Балтийским республикам в 1991 году, СССР дал, а другим он не давал это разрешение. И когда СССР в 1991 году сам исчез, этот пункт о том, что значит, ему какое-то разрешение дать, он автоматически исчез, и так появились все эти новые государства, которые были созданы создавались, да. Сегодня все эти республики, которые называются независимыми государствами, да, которые вышли из Советского, они в одностороннем порядке вышли, не с точки зрения международных прав. Точно так же в одностороннем порядке создали мы свое государство. То есть Чеченскую республику они называют, что это республика, которая вышла в одностороннем порядке. Точно так вышли и другие. То есть вот эта манипуляция вот этими словами, они закручивают в целом, понимаешь? Ну вот к этому можно, этим можно объяснить вот эту ситуацию, которую они сейчас пытаются преподнести нам для того, чтобы сказать, что эти народы, что эта ситуация, она, мол, должна быть под пятой у, скажем, нынешней России. И Запад в этом в смысле где-то пока еще не принимает окончательное решение. Мы видим те решения, которые сегодня идут, скажем, Соединенных Штатов Америки во главе с президентом Трампом, неопределенные до конца. Нет определения до конца, что и как мы будем действовать. Мы видим только, что идет какой-то новый нарратив, в котором можно говорить, что отходим от современного международного права. Но европейские все страны этому, значит, дали отпор дают, и остальные страны в мире, которые хотят жить нормальные отношения, видимо, будут делать так, чтобы в перспективе, чтобы это современное международное право, которое все ее недостатки были, как бы, значит, устранены и были более определенно сказано, что делать тем народам, которые хотят иметь свое государство и создали ее в рамках современного международного права. Чеченский народ это сделал. Остальные, если не смогли сделать, это не значит, что они не имели права на свое государство, потому что у них это право отнял Ельцин и его окружение тогда. Эти люди сейчас могут, эти страны могут сейчас говорить только о том, что их страны, их территории оккупированы Россией в 1992 году, 31 марта, незаконно. Вот что они могут говорить. А говорить сейчас о том, что мы хотим выйти из России, это значит равносильно тому, что они утверждают, что они являются частью России. Мы, Чеченская республика, которая вышла из Советского Союза и принял все эти основы, так вот, как положено, они пытаются нас загнать снова в это болото свое, но это не пройдет, потому что все документы есть, все решения есть, и мы об этом знаем. И все те, кто из нашей, называя себя чеченцами или гражданами нашего государства, действуют в этом направлении, вот так вот, они не имеют на это права, однозначно. Да, я с вами согласен. Сейчас уже, если признать, да, что Чеченская республика Ичкерия часть России, то нужно просить разрешения у России, а Россия его нам не даст. Советский Союз перестал существовать, и мы воспользовались этой возможностью, как и многие другие, и тогда создали. И получается, создали свое государство. И получается, фактически ПАСЕ, заявляя, декларируя о деколонизации народов, на самом деле загоняет в эту империю народы, получается. Так Да, получается? фактически они говорят, что они являются колониями этой империи, так? А те говорят, Путин об этом заявил,
что это в Советский Союз можно было выходить из СССР. У них там разрешалось границу, а у нас этого нет, он говорит. То есть они фактически загоняют их, и эти вместе с Путиным играют в одну какую-то рулетку крутят. И Мгм. все. И этим Тогда, людям, кто-то там находится, должны это понимать. тогда следует ожидать, что имитатор правительства Ахмед Закаев со своей этой театральной труппой объявится и в ПАСЕ, и пока, видимо, сейчас ему не очень выгодно и не очень удобно, но рядом со своим коллегой и товарищем Кутаевым мы, скорее всего, наверное, увидим и людей Закаева, самого Закаева. Как вы считаете? Да это не важно. Они где бы не были, чем не это не важно. Они находятся на одной платформе, одну и ту же линию гнут, и гнут они такую линию, что Чеченская Республика и ее территория является частью России. Эту они гнут линию. Они говорят, что они, где-то там я слышал, что они являются основоположники чеченского государства. Когда их в помине не было, кто такие, никто не знал. Они теперь уже стали основоположниками. Не то, что они власть, мол, властью чеченского народа сегодня возглавляют. Они называют себя основоположниками. Да-да, совершенно верно. Так что вот такая ситуация. От них можно в этом плане. Мне жаль их, они занимаются этими делами. В конечном итоге они думают, что это все пройдет. Это не пройдет. Надо действовать в рамках тех решений, которые принял наш народ в рамках международного права. А они на этой линии не находятся и не находились. Они вот отошли от этого всего, всякими хитростями из себя изображают. А им в этом деле помогает Кремль, мы видим однозначно. То, что сейчас в группе этих людей оказался человек, который говорит «Чеченская республика», он не имеет никакого отношения к нашему государству. Да, он может иметь, Чеченская республика имеет отношение, может быть, к кадыровской власти. У нашей республики называется Чеченская республика Ичкерия, 16 января 1994 года. Поэтому здесь однозначно, когда они вот так называют, когда люди называют Чеченская республика, то это значит, речь идет о том, что эта территория является частью России. С 16 января 1994 года наша страна переименована в Чеченская республика Ичкерия. Поэтому мы можем по этим признакам сразу видеть, с кем мы имеем дело. Посмотрите, какие у них гербы, какие у них там символы, и все, какие у них назначения. Тоже все это пустые разговоры для тех, кто понимает это все. Аслан? Мгм. Спасибо. Давно они занимаются подменой истории, пытаются подменить историю, везде пытаются показать видео, где Закаев с Дудаевым, или же на украинских каналах любят говорить, что Руслан Кутаев – это вице-премьер Ичкерии, там, кто он еще, соратник, сподвижник Дудаева, его помощник, там, и так далее, и так далее. Фактически абсолютно беспардонно, абсолютно нагло вот такие вот вещи людям рассказывают и не стесняются, самое интересное. Абсолютно без стыда и Но совести. стесняют, не знают, эти люди, наверное, не знают этих, представляются, они их так выставляют. Но на самом деле этого нет и не было. Это можно точно говорить, не было. Мгм. Я почему это говорю? Я вот начиная с 91 года в этом процессе участвовал. Я был почти 5 лет председателем парламента, который во время войны, начиная вот там, так называемой Второй войны, от начала до конца был заместителем Госкомитета обороны, так. Во Мгм. втором парламенте тоже я был, в парламенте комитет внешней связи возглавляю, зарубежье направлен для той деятельности, чтобы разъяснить истинную ситуацию в мире по чеченскому вопросу. Я и мои товарищи, мы действуем в этом направлении, и мы разъясняем, что это есть. Все, что мы говорим, обосновано, документировано, а эти люди, которые им это говорят, у них не доходит, как говорится, мысль до того, чтобы они могли представить им обоснование того, являются они таковыми или нет.
У нас последними кабинета министров были только те люди, которые назначены были последним президентом Дока Умара, я говорил, вот которого назначил. И только те из них тоже, кто не перешел на сторону врага или не выступил против нашей Конституции. Вот так вот ситуация. А эти где-то, как-то, что-то, они поднимают, и как и вот эти вот разные парламенты российские, которые здесь на Западе себя изображают думской, или что они Дума, что тогда мы вот от имени Думы принимаем решения, говорят. Но на самом деле это просто общественные организации, они не имеют никакой в этом смысле, значит, не имеют полномочий, не имеют, так? Но они выдают себя таковыми и вот пытаются вот так вот вести вот эту пропагандистскую работу. И с этими людьми вот на Западе сейчас работают, они имеют влияние, они имеют финансовые, другие подпорки. Ведь на Западе тоже не все однородно, все здесь тоже разные и политические движения, и разного рода позиции, и даже у правительств одни, мы видим, что вот правительство, скажем, Венгрии, Словакии, там еще некоторых, так, как они себя ведут. Поэтому в этом вопросе для них есть какое-то поле в целом от правительств этих западных стран некоторых. Они в других странах, хотя от правительств этого нет, но есть какие-то политические движения, даже члены правительства есть. Поэтому вот на этом играет это все. Баркаят. Так, вы считаете, Аят, только распад России поможет обрести независимость коренным народам и странам? Вот здесь Иркин пишет комментарий, я это перефразирую в вопрос. Я считаю, что на данном этапе говорить о развале России это преждевременно, потому что мы видим, что остальной мир, и Запад, и Америка, и другие на это не настроены, и нет условий для того, чтобы это случилось. Это должно быть как бы это изнутри. Другое дело, что переформить империя не должна существовать. Империя. Эта империя является, на этой территории может быть какое-то другое государство, конфедерация или что-то иное, но чтобы это было соизмеримо с тем, что называется международное право соблюдений. Хотя на 100% не бывает, но, по крайней мере, в большей степени, чтобы это было именно к этому стремилось. Вот такая должна быть, ну, скажем, какая-нибудь единое объединенное государство, назовите ее как угодно. Так? Но не давать возможности сейчас вот, конечно, было бы хорошо, если бы ее развалили. Но как ее развалишь? Мы же видим реальную картину, мы видим же. Видим? Такая ситуация. А победа, военная победа Украины способствовала бы этому? Военная победа Украины способствовала освобождению территории всей Украины и доминированию, значит, в тех республиках, странах, которые захватила Россия, освобождение их. Допустим, Чеченская республика, Грузия, Молдова, ну, скажем, сама Украина особо. Это бы способствовало тому и укреплению, скажем, позиции, которые есть демократических государств мира. Здесь всегда они играют на каких-то таких вот недостатках. Недостатки всегда есть, как говорится, у живых людей или у существующих государств, так? Только у мертвого нет недостатков, собственно говоря. Поэтому это есть те вещи, которые мы можем воспринимать, не воспринимать. Но самое главное в демократических государствах, что народы сами избирают власть в своей стране, народы. И они имеют право, значит, устранять эту власть. И она выбирается на 4 или 5 лет всего лишь. Мы говорили об этом. Это самое главное. И главное еще другое, что в этих странах демократических человек свободен избрания, получения информации, социальной помощи и свободен от политического преследования. Вот что важно для этого.
Поэтому в этом смысле будем об этом так вот, я закончу. Вот такая ситуация. Развал или не развал, ну, вот такое вот должно быть. К этому надо стремиться. Ладно. Ясно. Спасибо, Аят. Мы уже час в эфире. Я вопросов больше не имею. Спасибо вам большое. Было интересно. Баркал Дерес Хульмасарна. Спасибо и вам всем, кто слушал, видел нас. И подводя итог по вопросам, по голосованию, ПАСЕ реально против Русской империи 43% сказали да, нет сказали 39%, частично сказали 18%. Вот на этой ноте, я думаю, в основном голосование проводилось россиянами, в том числе, они у нас здесь всегда активны. На этом наш стрим сегодня заканчивается. Спасибо всем. Адикюр Машуаль. До свидания. Адикюр. До свидания.